Кто же из нас не любит хлебобулочные и кондитерские изделия? Сегодня мы узнаем о них и об их производстве чуть больше, ведь в гостях у меня Алексей Пискунов. День добрый, Маргарита. Так как я являюсь работником якутского хлебокомбината, не мог прийти с пустыми руками. Вот, я принес визитная карточка нашего предприятия, это конфеты сказки Туймады и небольшой тортик для вашей программы. Какая красота! Посмотрите, это же наш логотип. Да, постарались Действительно, девчата. очень-очень красиво выглядит и вкусно, обязательно его попробую. Алексей Пискунов является главным инженером якутского хлебокомбината. Приехал в Якутию на время и остался здесь навсегда. Умеет не только руководить, но и вкусно готовить, чем удивляет своих близких и родных. Обожает природу и ведет здоровый образ жизни. Все свое свободное время проводит в окружении своей семьи. Любимый муж и любящий отец. Считает, что счастье – это не цель, а образ жизни. Ну что же, мне интересно узнать, что же мы будем сегодня готовить? Так, сегодня мы приготовим, значит, у нас будет 3 блюда. Основное блюдо мы сделаем овощной плов, сделаем салат Тиффани и также проведем небольшой мастер-класс по приготовлению нашей продукции шоковой заморозки. Заинтриговали с шоковой заморозкой. Посмотрим, я вот впервые такое слышу, будем пробовать тогда. А овощной плов – это как? Овощной плов – это… Я на самом деле мясо люблю, но сегодня, да, это очень такой, скажем, старый рецепт, мне в свое время еще показал его брат. Он прижился в нашей семье, мы очень часто его, в частности, я очень часто готовлю. Вот, он без мяса, чисто на овощах, рис, овощи. Ну, это очень вкусно. Прям интересно будет это попробовать, потому что я ни разу не слышала о том, чтобы плов был без мяса. А как вы, почему именно эти рецепты вы решили попробовать приготовить здесь? Ну, это… Что касаемо вот этих блюд, ну это быстро, вкусно, полезно. Это на самом деле все это делается за час, как бы одновременно, все 3 блюда. Это удобно. Ну, предлагаю тогда начать. Давайте, с чего же начинаем? Так, первое, да, давайте, наверное, сначала мы начнем с нашей заморозки, потому что ее нужно будет открыть для того, чтобы она немножко расстоялась, буквально минут 35-40. Вот. Сегодня вообще на самом деле у нас порядка 16 наименований, да, заморозки. Мы совсем недавно в октябре месяце открыли новый цех, скажем так, да, по шоковой заморозке. Вот, сегодня мы готовим, это слойка у нас будет с ягодой, да, и сосиска в тесте. Вот. А можете рассказать о технологии заморозки? Как это происходит? Изначально мы приобрели линию Ронда, да, вот, делали на ней разную слоеную продукцию. Затем все-таки решили, ну, все равно же не стоим на месте, развиваемся, да, где-то что-то увидели. Очень много ездим по выставкам, сами участвуем. Вот. Решили заняться, ну, ввиду нашего климата якутского, тем более это позволяет нам хранить заморозку. Вот, решили заняться. Ну и в октябре буквально мы приобрели, скажем, в довеск к нашей линии саму шоковую установку, это камера шоковой заморозки, и также холодильники для хранения и сырья, и готовой продукции. То есть, ну, закольцевали это в единый, скажем, цех, и началось производство. А чем вот удобна шоковая заморозка для хозяек? Потому что я знаю, что вы уже продаете также и готовую продукцию. Но она вообще чем удобна? Не только для хозяек. Допустим, ну, для нас, мужиков, она удобна тем, что, ну, вы принесли домой, открыли, буквально там 30 минут расстоялась, и запекаем буквально 12 минут. Ну и после этого она уже готова. То есть, ну, это быстро, это удобно, на самом деле. Сейчас будет мастер-класс для сильной половины человечества. Так, как это правильно делать? Так, ну, сейчас просто мы вообще начнем с плова, но нам нужно будет сейчас открыть, чтобы это все дефростировалось. Посмотрите, как это все выглядит. Пока мы готовились к съемкам, она уже немножечко подтаяла, да.
И надо, чтобы она вот как раз таяла сколько времени? 30 минут, вы сказали. 35-40. Да, ну мне Это в кажется, зависимости от помещения, температуры помещения. можно определить достаточно. на глаз. Да, вот сейчас вот как Она раз... примет свою форму, она немножко увеличится в объеме, и ну, она такая станет симпатичной, скажем так. Мы сразу увидим, что уже готова выпечка. Так, Так. сейчас можно будет положить сразу на противень, наверное, и поставим. Вот наш противень. Так, кто-то делает, ну, делает по-разному, на самом деле, да, можно противень смазать маслом. Я вот здесь пергамент, я сделаю на пергаменте. То есть, ну, это тоже масло. И Так, то есть так, все, ладно? и сосиски, и вот это вот все вместе. Да, все прямо. Мне кажется, это очень здорово. Гости приходят, и не надо ничего стоять, с тестом мучиться. Сразу все готово. Главное, что, ну, действительно быстрее. Так, это куда-то можно убрать дома, допустим, это можно убрать на холодильник, еще это куда-то в теплое место. Ну, можно просто... Да, давайте мы тогда сейчас поставим. Здесь еще сколько времени? Примерно минут 15 она постоит. Кстати, духовку мы уже поставили на 180 градусов. Она у нас уже нагревается. Ну, а сейчас мы можем приступить к приготовлению основного блюда нашего плова. Вот начнем все пассеровать. Давайте. Значит, свекла. Так, берем свеклу. Так, свеклу, наверное, давайте свеклу почищу я, потому что она морает руки. Ой, как здорово. Так, чистим свеклу. Нарезаем ее кубик. Ну, на самом деле, здесь не важно, как вы нарежете, там, соломкой, кубиками. То есть, все это пассируется, готовится, и все это быстро. Я знаю, что вы работаете главным инженером уже 15 лет в якутском хлебокомбинате. Расскажите, каково это быть в таком огромном коллективе? Ну, я вообще попал на предприятие, приехал сюда в 2004 году. Сразу же попал на комбинат в качестве механика. Ну, в данное время сейчас на предприятии трудится у нас порядка 540 человек. 540 человек, значит, ну, очень много должностей, специальностей разных. А это правда, что вы производите в день почти что 20 тонн продукции? Да. Действительно? У нас порядка 40 наименований хлебной продукции, 90 с лишним наименований у нас только кондитерской продукции, ну и пряничная продукция, там порядка 9-10 наименований. Ну да, значительно много. Сейчас еще заморозка прибавилась. А что больше всего любят наши горожане? Ну, больше всего, ну, обычные традиционные хлеба, да, это первый сорт, дарницкий хлеб. Ну, и также мы готовим очень много такой продукции, как диетические хлеба, заварные хлеба, разные черные хлеба. Допустим, вот мы кушаем заварной хлеб. Удобная небольшая булочка, ну, как полбулки стандартного хлеба, да. Ну, удобно берешь каждый день, в принципе, хлеб всегда свежий. Наливаем маслица. Давайте маслица. Мы немножечко отвлеклись тут от готовки. Давайте. Сколько мне вот надо налить? Скажите, пожалуйста. Так, ну, лейте на глаз, я сейчас... На глаз? Прямо сейчас я полью Не, мы много. сейчас будем жарить, поэтому здесь Ничего страшного. страшного нет. Так. Прям дозатор тут такой мощный достаточно стоит. Так, еще? Еще. Не бояться. Да, Прям оп-оп-оп. Это у нас масло подсолнечное. Да, растительное масло. Всё достаточно. Растительное. Все. Так, это У я нас. сложу или вы сложите? Давайте я. Так, посмотрите, свеклу мы нарезали такими кубиками. Не, можно уже включить на нагрев, пусть это пассируется. Хорошо, сейчас я тут сосредоточенно все убираю. Морковь, как мне ее резать? Кубиками? Как удобно. Как удобно. Хорошо. На свое усмотрение. Так, ох. О, прям. Маргарита, давайте я. Давайте вы. Хорошо. Давайте перчик я порежу. Расскажите, как у вас поменялись технологии со временем? Что нового у вас появилось? Как вот изменяется технологический процесс вот именно со стороны хлебобулочных комбинатов? Как вот это все происходит? Смотрите, наше предприятие, оно вообще хлебокомбинат, да, кстати, мы же будем вот в 2020 году у нас будет юбилей 80 лет. Хлебокомбинат основался в 40-м году. Но традиция, вот, допустим, традиционный хлеб, белый хлеб,
белый хлеб, дарнинский хлеб, он вообще, рецептура неизменна, он вообще не меняется. То есть на протяжении 80 лет все тот же рецепт? Да. Все то. У нас даже свой дрожжевой цех, где мы выращиваем дрожжи, дрожжевые бактерии. Значит, все основано на заварках и живых дрожжах. То есть, ну, он действительно традиционный, старый рецепт, по старинным рецептам работаем. А у вас это секретные какие-то формулы, секретные рецепты? Ну, да нет, в общем-то ничего секретного нет. Это как делали, ну, всегда в старину раньше, вот как готовили, да. Здесь ничего, ну, есть какие-то, у наших технологов есть, конечно, какие-то свои, наверное, секреты. Я больше к технической части отношусь, поэтому... Я знаю, что у нас сейчас мода на правильное питание. И как вы справляетесь с этими новыми тенденциями? Ну, мы же тоже не стоим на месте. Наши специалисты тоже смотрят рынок, смотрят вкусовые какие-то, так, чуть-чуть высыпем, наверное, да? Да, давайте. Смотрят за рынком, смотрят какие-то вкусовые предпочтения, да, у людей. Так, ну, у нас выпускается линейка, это зерновые хлеба, выпускаются также диетические хлеба, ну, некоторые сорта, да, все это, в принципе, у нас представлено в наших фирменных магазинах, также, ну, в сетях города, в общем-то, все это есть. Следите за тенденциями и старайтесь сделать так, чтобы у покупателя был выбор, и каждый смог себе выбрать что-то свое. Ну да, конечно. То есть, ну, у кого какое предпочтение. А расскажите про себя. Что вам нравится в этой профессии больше всего? Больше всего, но я приехал, когда я приехал сюда, да, начали работать, начали запускать какие-то новые цеха. Ну, за 15 лет здесь, ну, много что сделано, скажем, моими руками, руками моих коллег. Мне это все дорого. Ну, мне здесь все нравится. А что больше всего вам нравится из продукции? У меня предпочтение просто вот наш заварной хлеб и мультисит. Вот мы все привыкли, заварной с маслом это вообще объедение. Это волшебно, да. Так, я добавляю перец. Да, все, ложим перец. У нас включена печь? Нет, пока еще не включено, я могу все, можно включить. включать. Все, оно нагревается. Угу. Сейчас я перемешаю тогда. А откуда появился этот рецепт? Вот расскажите, как он появился в вашей семье? В свое время мне показал мой брат, он занимался спортом и очень часто его себе готовил. И вот в какой-то из моментов он мне приготовил, показал, я попробовал, он прижился у нас. То есть я, ну, сам привык его готовить, и как-то он прижился в нашей семье. Ну, довольно-таки часто его готовим. Тоже пускай да, все и помидорки тоже, все вместе. Да. Все ложится, все вместе. Рис нам нужно будет промыть и замочить. Так, промываем рис. И рис нужно промыть обязательно. Тогда он будет рассыпчатый, вкусный. Так, сейчас сделаем его в двух ходах, буквально промоем. Этого будет достаточно. Тут у нас уже такие ароматы. Я, наверное, каждую передачу говорю о том, что чем разноцветнее блюдо, тем лучше для нашего настроения. Поэтому посмотрите, какие краски. Все такое сочное, красненькое. Самое главное, что это очень полезно. Это полезно. Вот для тех людей, вот, кто действительно там соблюдает пост, например, да, или по каким-то причинам не кушает мясо. Я вот, честно говоря, мы все мясо кушаем. Я очень мясо люблю. Я готовлю все из мяса. Но просто иногда вот бывают такие моменты, что вот хочется что-то такое. Вот. Да и просят домашние. Давайте сегодня там приготовим что-то такое. А вы часто готовите дома? Я готовлю часто. У нас, ну, я просто люблю готовить. Для меня, ну, не составляет труда приготовить, допустим, какое-то блюдо на скорую руку, там что-то сварить, да. Супруга, она у нас, ее дни это выходные. То есть она у нас готовит, что-то стряпает, я в выходные отдыхаю. Допустим, приготовить какой-то салат, приготовить какой-то жаркое, что-то еще. Но это действительно, это недолго. На самом деле, если любишь готовить и быстро, это
Сейчас, наверное, все телезрительницы просто возле экранов смотрят на вас вдохновленными глазами. Как вот, по вашему мнению, должен строиться быт дома? Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, женщина какими-то своими женскими делами, мужчина какими-то своими мужскими делами, какой-то работой тяжелой. Ну, я, например, не знаю, но я люблю делать все руками. То есть, если это лето и на даче, допустим, то это что-то сколотить, построить, то есть, ну, для меня это не составляет труда. А какие есть ваши коронные блюда? Коронные блюда? Ну, наверное, этот плов. Но плов, да, его больше никто не делает. Вот это, кстати, вот этот салат, мне показала его несколько лет назад теща, и он тоже, он прижился в нашей семье. Мы его частенько, и супруга его готовит, и я его готовлю. Особенно вот на Новый год, 1 января, достать его из холодильника с утра, когда уже настоялся такой, пропитался весь, он очень вкусный. А сейчас время вашей самой любимой рубрики, которая называется «Продуктовая корзина». Всем привет! Я Дарья Лаврова, и я сегодня готова с вами поделиться самыми вкусными, качественными продуктами, которыми мы закупаемся в нашей семье. В семье у нас 3 детей, муж и я. Вкусы и предпочтения у всех разные, и мы сегодня подберем самые оптимальные продукты, которые у нас всегда в холодильнике, в шкафу, на кухне. В общем, я готова. Вообще утро у нас начинается с того, что мы обязательно пьем стакан воды. Будь это маленькие дети, взрослые, все начинаем со стакана воды. И, конечно же, в нашей семье без яиц ни одно утро не начинается. Но мы его любим не просто жарить, а, например, бывает иногда вкрутую, что очень полезно, да? И делаю омлетики на молоке. Вообще сейчас очень модно, и люди прям придерживаются правильного питания, и я в том числе применяю это ко всем членам своей семьи. И я очень хотела бы посоветовать фасоль. Вообще ее готовить тоже очень просто. Просто нужно будет вечером замочить, и на следующее утро буквально в течение 20 минут в соленой воде на медленном огне кипятим. Очень получается питательным, полезным, что, наверное, и даже нужно в наше время. А также рекомендую чечевицу. В нашей семье она тоже имеет определенную популярность. Можно ее также отварить в воде, пропустить через блендер и с вкусным мясом, с овощами подать к обеду, например. Ну и, конечно же, самая палочка-выручалочка для мамочек – это сухой завтрак по утрам. Например, если мне нужно очень быстро собраться, то я с удовольствием беру. И вообще у нас шоколадные шарики обязательно находятся в шкафу. Даже маленькая, когда начинает плакать, мы ей сразу молочко с шариками, и ребенок успокаивается. И в утреннее время, когда реально некогда готовить кашку, то завтраки сухие выручают и спасают ситуацию. В нашей семье без молока никак. Будь это чай, кофе, всегда все с молоком. Но самое приятное то, что мы вот последние 2 месяца уже пьем молоко с наименьшей жирностью. И помимо этого, чтобы разнообразить свой рацион, мы покупаем соевый напиток. В нашей семье по вечерам обязательно молоко, кефир, разные йогурты. Это все приветствуется. Утром можно позволить яичницу, омлет и так далее, но обед, вечер всегда у нас сопровождается мясными блюдами. И один из вариантов для разгрузки – это куриное мясо. Можно в духовочке просто голень, куриные бедра посолить и просто поставить. И она получается с корочкой такая вкусная. Даже масло, приправы ничего не добавляю, потому что когда в семье маленькие дети, приправы вообще не приветствуются. И плюс еще можно мясо пожарить на гриле. И они получаются полезные, вкусные и не жареные. И всем мамочкам, хозяюшкам хотела бы посоветовать, чтобы они обращали внимание на акционные продукции и новинки. Ведь благодаря этим акционным продуктам можно сэкономить бюджет семьи и тем самым закупиться побольше продуктов. Ну и самое важное, что у меня в морозильнике лежит, это замороженные овощи. Потому что мне, как очень занятой мамочке,
прям всегда нужно быстро, реактивно, вкусно, качественно приготовить, а эти замороженные овощи, ну и еще и полезны для здоровья, поэтому без них я никак. И каждое мясное блюдо у меня сопровождается овощами. Это была последняя остановка, и я очень рада была с вами поделиться с теми продуктами, которыми я закупаюсь в основном в магазине. Надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то полезное и важное. И очень надеюсь, что вам все понравилось. Пока-пока! У вас есть какие-нибудь лайфхаки, которые могут помочь другим в приготовлении определенных блюд? Я, вот, кстати, недавно где-то смотрел в какой-то передаче, да, или кто-то говорил, ну, я люблю смотреть передачи, где приготавливают разные блюда, да, что если лук замочить в воде, то он не будет есть глаза. Также есть вторая версия. Вот сейчас тоже, наверное, попробуем. Солить не будем, сейчас сразу солью сделаем. Говорят, что нужно вот так вот насыпать соль и на ней резать лук. И тогда он тоже не ест глаза. Поэтому ну, вот сейчас попробуем. Да. Экспериментируем прямо вот. Экспериментируем на месте. Ну что, плачете? Не ест, не ест. Не ест. Честно говоря, работает. Но я вот пробую, не действительно. Можно побольше, давайте я прямо так положу. Давайте. Посмотрите, как у нас красиво тут все получается. И оно должно стоять примерно минут 20. Да? Ну, сейчас сколько уже прошло? Так, я поменяю вот это вот. Может, Да, конечно. я хочу попробовать. И сейчас следующий лук. Да. И второе, сейчас просто попробуем. Ну, я вот про это давно, на самом деле, тоже слышал, да, что Ну что, как? не ест. Не ест? Ага, лайфхак удался. Отлично, я вот возьму на заметку себе, но на самом деле у меня почему-то вот уже давно я не плачу, когда лук режу. Уже настолько часто это делаю. А видимо, еще что- я вот тоже слышал, да, что можно жевать жвачку, при этом, ну, что-то или разговаривать, или, скажем, что-то петь там, я не знаю, ну, и это тоже помогает. Не пробовал. Сам не пробовал, не знаю. Надо же. Это у нас целый лук. Мы сюда Да, отправили. луковица. Одна морковка, одна свекла, одна луковица средняя. Ну и при этом мы немножечко соли все-таки добавили, потому что мы на соли Ну да, резали да. лук. Поэтому говорю, что солить не будем, этого будет, я думаю, достаточно. Это у нас максимум включено. Давайте еще одну добавлю. Мгм, прям она должна... Шкварчить. Хорошо. Прям должно все кипеть, жариться. Отлично. И вот мы жарим до какого момента? На глаз. На глаз. Все на глаз. Хорошо. Это Ну, да готово. Ну, обычно вот 20 минут этого достаточно на хорошем огне. Ну, вот на газу готовишь, 20 минут этого достаточно. А что у нас с шоковой заморозкой? Так, шоковая заморозка. Так, у нас сколько по времени прошло? Ну, я вот смотрю, что еще может постоять. Смотрите. Еще может постоять. Нет, еще постоит. Еще Надо, постоит. чтобы оно все смягчилось. Немножко увеличится, она станет такая попышнее, скажем так. Значит, нужно вообще очень в теплое место положить, тогда Да. оно быстрее все. Ну, вот я говорю, вот если на холодильник наверх, допустим, ну, это где потеплее. Хорошо. А мы продолжаем нашу готовку. Вот так вот должно быть. Шкварчать. У нас какие-то ароматы потрясающие от свеклы идут. Так, Красота. давайте изюм. Изюм нам нужно будет тоже, ну, прямо сейчас, наверное, сделаем здесь его. Прям это- где лук у нас? Да, это пойдет в плов. Такое будет сочетание. Мы сейчас его промоем чуть-чуть. Он немножко должен полежать в воде, отдохнуть, скажем так, набраться сока, и мы его потом положим в плов. Отлично. Так, чеснок. А какое для вас было самое волнительное блюдо, которое вы готовили? Да, вы знаете, я как-то не волнуюсь. Я вот настолько привык уже. Я действительно готовлю с детства. Мне почему-то понравилось, я не знаю, со школы, наверное, с самых начальных. А со скольки лет?
классов. Прям с начальных классов? вы Прям вот с такой- начальных классов. такой маленький какой-то. Я помню у нас первое мое блюдо, значит, я помню, что мама жарила макароны, значит, да, я решил пожарить, дома был один, пришел, по-моему, со школы, что-то такое, да, буквально, ну, наверное, первый-второй класс. Я просто не видел, что они перед этим отвариваются. Я просто налил масло, насыпал макароны, решил их пожарить. Это было мое первое блюдо. Вот. Ну, наверное, с тех пор и готовлю. А почему не захотели стать поваром? Я, кстати, хотел стать поваром. Да. А если бы получилось, то какое бы заведение вы открыли? Хороший вопрос. Ну, наверное, русская кухня, что-то такое мне ближе. Ну, то есть мне не близка там восточная кухня, знаете, там кавказская кухня. Еще что-то. Хотя я люблю, в принципе, кавказскую кухню из-за мяса. То есть, ну, готовят очень вкусно, мне нравится. Раз, два, три, четыре, хватит. А якутская кухня вам как? Якутская очень нравится. Я до приезда сюда, карасей особо не кушал. Здесь же у вас караси же, это считается практически первым блюдом. Я сейчас вообще без карасей не могу. Мы, раз в недельку все равно покупаем карасей, очень вкусно, серьезно. А строганинка вам как? Строганинку я тоже люблю. Я люблю и с жеребятины строганинку, и из рыбы строганинку. И как-то понравилось мне это блюдо. А что вам показалось самым странным и самым интересным из якутской кухни? Из якутской кухни. Ну вот, так, что ж такого странного в кухне? Да, в общем-то, все как-то обыденно, привычно. Но я до этого никогда не видел, чтобы карасей не потрошили. То есть я вот здесь вот увидел, что просто убирается желчь и карась жарится целиком. Ну, то есть можно фаршировать там рис. Было не то, что странно, но просто интересно. А 3 блюда, которые вы прям обожаете есть, не готовить, а именно есть. Ну, это, наверное, одно из блюд шашлык, это точно. В любом виде. Шашлык, неважно с чего. Пусть это будет рыба, мясо, то есть курица. Ну, я люблю, в принципе, молочную продукцию. Вот, поэтому, таких вот 2 основных блюда точно. Ну и, соответственно, хлеб. С хлебом я кушаю все. Так вот. А что вас вдохновляет на готовку? Ну, семья, наверное. Все кушать хотят. Что может вдохновить? На самом деле это не сложно, быстро, поэтому... Ну вот иногда же бывает, устаете, все равно, вот как-то сил не хватает. Ну вот хочется прийти домой, чтобы вас никто не трогал, например. А тут надо еще и готовить. И вот как в такой ситуации По справиться? поводу устаете, вот, я не знаю, вот смотрите, предприятие работает 24 часа в сутки. Вот мы сейчас готовим, оно работает, мы спим, оно работает. То есть это на протяжении 80 лет, да, предприятие вообще не останавливалось. Поэтому, ты всегда на телефоне, ты как бы всегда, раз уж ты выбрал такую профессию, да, или профессия выбрала тебя, ты просто всегда на телефоне, ты всегда готов к звонку, что-то там, если случилось, произошло. Поэтому, отдыхаешь только в выходные, на самом деле. Вот я в выходные очень расслабляюсь. У меня моя семья занимается какими-то домашними делами, я могу что-то для себя сделать там по желанию, да, в охотку. А так я отдыхаю действительно, потому что всю неделю ты занимаешься работой. Пока у нас тут все кипит, варится, готовится, предлагаю прерваться на небольшую паузу, после которой мы обязательно вернемся. Ну что же, я думаю, можно приступить к салату теперь. Ну давай, к самому вкусному, на мой взгляд, здесь все вкусное, но салат это вообще это что-то. Так, Маргарита, можно будет, знаете, что можно будет отобрать, нам нужно будет сейчас полностью ягоду сюда высыпать. То есть весь виноград мы вложим сюда. Ну, здесь Прям вот весь? Да. Ну здесь сколько? Грамм 300-400. Хорошо. И вот так вот каждую ягодку, да? Да, прямо вот. Такое интересное сочетание. Это получается у нас виноград, я вижу листья салата и сыр, а также майонез вон наготове. Он сюда? Чеснок. И чесночок. Я когда первый раз услышал, что, я не поверил, как может сочетаться виноград и чеснок, скажем, да.
Оказывается, все сочетается. Оказывается, да, очень довольно-таки вкусно. А на что вот похоже? Можете описать? На что-нибудь? А это нужно пробовать. Это нужно пробовать. Это нужно пробовать. Значит, перед праздниками в тестовом режиме можно попробовать сделать этот салатик, а потом, если понравится, то обязательно его к столу приготовить. Потому что мне кажется, что он очень простой. Очень, очень простой, делается быстро. Ну, сколько тут сейчас займет у нас минут 10. А как вы относитесь к стереотипу, что именно женщина должна готовить дома? Я не знаю, откуда взялись такие стереотипы, но мне кажется, что, не, опять-таки же, вот на Востоке, да, на Кавказе очень же много мужчин, кто готовит, как бы, ну, я считаю, что с мясом, рыбой, наверное, должны работать все-таки мужчины. Это более такое, сам добыл, сам приготовил, скажем так. Я не люблю стряпать, тортики, там какие-то печенья, нет, это не мое вообще. Я, наверное, не был кондитером. Если бы я был поваром, я бы, наверное, работал с чем-то, с мясом, с рыбой, с чем-то, с такими серьезными продуктами, скажем так. Супруга, да, вот она любит стряпать, это ей как-то ближе. Но, кстати, вот наша заморозка, да, тут вообще не нужно никаких навыков, если даже вот для мужчин, для детей, кто тут учится в школе, например, да, кто хотя бы имеет какое-то маломальское понятие, как обращаться с духовкой, можно... Ты пришел, распаковал, вот они постояли, поставил в печь на 12 минут буквально, ну и все готово, в принципе. Ну и мне нравится такая идея тем, что, допустим, ну бывает так, что гости резко нагрянут, а тут у тебя заморозочка есть всегда. Если что, то быстренько достала в духовочку, и пока их развлекаешь разговорами, оно все готовится. А потом так хоп, говоришь, всю ночь стояла. У плиты, да. Всю ночь стояла у плиты, готовила. Действительно, она как домашняя вот выглядит и по вкусу. Очень вкусно. Ну здорово, что рецепты у вас неизменны на протяжении 80 лет. То есть это действительно очень здорово. Ну, у нас есть какие-то продукты, скажем, нового веяния, да, там что-то связано с диетическими продуктами, да, какие-то зерновые смеси, то есть отрабатываются. Потому что, ну, наши специалисты, технологи, девчата, вообще очень же много выставок проходит, и мы и участвуем сами в выставках, и ездим на выставки, смотрим, да, вот в частности, мы технари, вот, допустим, какое-то оборудование нужно подобрать, какой-то линии, что-то еще там посмотреть, да, мы тоже ездим и смотрим, в принципе, подбираем оборудование, созваниваемся с какими-то предприятиями, где установлено, допустим, это, да, слушаем отзывы, то есть, ну, собираем какую-то информацию, затем уже, ну, собираемся коллегиально там и решаем, то есть нужно нам это оборудование, не нужно. То есть, ну, все это делаем сообща, в общем-то. Как одна единая большая команда. Ну да, а иначе никак. Так, там нужно будет чуть-чуть помешать. Угу. Мы сейчас будем закладывать рис. И то есть мы потихонечку вот так вот рис посыпаем. Такой процесс. Ну, в общем-то, все как в плове. Да, и насколько это примерно порции? Это порции, наверное, 4, ну, да? Порции, ну да. Ну, смотря у кого какая порция. Порции бывают разные, да? И мы должны разложить, то есть мы не перемешиваем, а сверху немножко, да? Ну, все это будет сверху сейчас. Ну, буквально вот, чтобы чуть-чуть скрыло. Рис. Да, скрыло рис. Так, ну и все это буквально минут 20, наверное, будет по времени. Мы, значит, закрыли крышкой и оставили, собственно, тушиться, да? Угу. Так, еще нужно будет чуть-чуть убавить. Сколько мы, 7 поставили? Да, Давайте. 7, 6 можно. Да. Итак, мы налили водички в наш плов, он почти что готов. Плов, напоминаю, у нас без мяса. Поэтому у нас сейчас на кону остался лишь салатик, вот, который мы готовим. И мы уже, смотрите, добавили винограда и натерли сыр. И остался что? Сейчас буквально 5 зубчиков чеснока. Угу. И все. И перемешиваем. Так, и добавим чуть-чуть майонеза.
А что для вас главное, как для мужчины на кухне? Так, ну, наверное, что был острый нож. Ну, это самое главное на самом деле, потому что, ну, при готовке, как бы, это самое удобное, самое важное. То есть нарезать мясо, все. Я не люблю, когда тупой нож, поэтому... Ну да, даже вы когда сразу зашли в студию, сразу вы покажите нож, надо мне его наточить сразу же. Чесноком, да, с чесноком. Давайте, наверное, сделаем в чеснокодавке, потому что ну, он должен быть помельче. Да, я сделаю. Должен быть помельче. Ой, давайте покажем это интересное оборудование, что-то. Лайфхак. Лайфхак, да. Это для того, чтобы чеснок выделил сока побольше, да? Да, и был помельче, он как бы здесь нужен не то, чтобы он хрустел на зубах, да, пусть он будет помельче, он растворится в салате. Вы сказали, что этот салат может даже настояться в Ну, холодильнике. мне кажется, любой салат, тот, который дожил до завтра, да, он ну, на завтра он вкуснее гораздо, почему-то он пропитывается, ну, мне так нравится больше, поэтому действительно это вкусно, другие ароматы, нежели сразу на стол поставили, да. А майонеза сколько надо примерно? Вот тоже на глаз. Ну, нужно, чтобы там салат, скажем, виноград не плавал, ну, чуть-чуть все обвалялось. А вот я когда перемешиваю, виноград достаточно мягкий, он может... Нет, он не подавится. Он не давится, не деформируется, скажем, никак. Все с ним хорошо. Все будет, да? Все будет. Похоже на маслины. Вот как-то странно мне все равно воспринимать виноград в сочетании с сыром. Вот сейчас попробуйте. У него действительно свой вкус. Он... Вот такой у нас салатик получился. Но мы его, в принципе, сейчас оформим чуть попозже, да? Сделаем под него посуду и все, можно выкладывать. Уроки оформления. Так, давайте. Как Ну, это лучше это- делать? Делается все быстренько. Легко, непринужденно. Так, выкладываем, наверное, вот так вот. Ой, на праздничном столе как это будет смотреться насыщенно-то. Желательно, чтобы, наверное, ну, чтобы края тарелочки были закрыты вот так вот. Так, так симпатичней. Хорошо, я соглашусь. Ну, примерно это вот так вот. Можно будет выкладывать. Все, и я выкладываю. Смотрите, как это красиво выглядит. Прям, Можно как-то поправить и можно подавать на стол. знаете, такая снежная сказка немножко получилась. Скажите, а как же называется этот потрясающий салат? Ну, у нас он называется Тиффани. Мне не терпится его попробовать, потому что сочетания действительно непривычные, необычные, и такого у нас еще в передаче не было, вот честно. Да вы что? Да, такого у нас еще не было, сочетания удивительного. Маргарита, нужно положить будет, скоро уже будет готово, нужно будет положить Я вас изюм. пропускаю. Напоминаю, что мы поставили на средний огонь, добавляем немножечко изюма. Так, и закрываем снова до готовности, буквально минут 10 и будет готово. Ну, дома на газу, допустим, я готовлю, да, я делаю минимальный огонь, потому что газ, он такой, мне кажется, он посильнее. Ну Вот. что же, у нас осталось последнее блюдо. Шоковая заморозка. Мне кажется, Так, давайте сейчас, перед тем, как поставить в духовку, да, сейчас я смажу. Яйцо. одного яйца, в принципе, хватит, да? Да, это будет достаточно, еще останется. Действительно, потрясающий лайфхак. Вот мне так это нравится. Ой, вообще, как только вот выпустились первые партии, да, мы вот стали покупать сейчас. У нас всегда дома, на балконе лежит всегда. В выходные встал даже сам, если быстренько. Встал, достал буквально 30 минут полежали, где-то возле батареи можно поставить, там на табуреточке, не знаю. Мучные изделия всегда ассоциируются с чем-то очень таким уютным, приятным. Особенно, когда запах идет такой по квартире. Да.
Я утром, допустим, я в выходные люблю поспать. Супруга у меня встает в 6 часов, она 6 утра. творческая личность, да, она постоянно на телефоне, постоянно в переписках, созванивается. У нас, допустим, дома после работы вечером она приходит, все, а у нее только работа начинается, то есть она со всеми созванивается, списывается, решает какие-то вопросы, поэтому ну, мне и удобнее на самом деле там что-то приготовить. Да, зато в выходные, вот, допустим, я люблю поспать. Я вот утром просыпаешься, она с 6 часов, она уже приготовила, дома запах такой выпечки. А в чем, по-вашему, секрет отношений? Как вы думаете? Уважать друг друга, наверное, да, затем, ну, уважать какие-то увлечения в твоей второй половины, то есть, ну, вообще дополнять друг друга, естественно. Поэтому стараться как-то решать все бесконфликтно. Да, за разговорами. Да, разговаривать нужно всегда. А главное приготовить вкусную еду, потом позвать супругу и начать Вообще, разговаривать. стол, он объединяет людей, на самом деле, поэтому... Так, ну все, можем ставить. Давайте. Так, аккуратненько. Так, это вот так вот? Да. Или вот так А, вот? нет, так вот так, да. Ага. Так, на средний, наверное, лучше верхний. Давайте. Так, все это займет у нас буквально 12 минут. Вот, и все будет готово. Напомню, что мы изначально нагрели духовку, она у нас тут простояла минут примерно 20-30. Вот, пока как раз тает, собственно, шоковая заморозка, вы можете спокойненько нагреть, а потом уже все отпечь сразу. Я все никак не могу нарадоваться этому замечательному тортику, который нам подарили, а вам предлагаю посмотреть немножечко рекламу. Три продукта, которых у вас никогда не будет в холодильнике. В общем-то, я люблю все продукты. Я вот раньше, да, я бы мог сказать, то есть это горошек в банках, отварная свекла. Я вообще не любил запах свеклы отварной, на самом деле. Я, да, даже дома мама готовила, я уходил на улицу гулять, потому что я на неделю носил. Вот. А ну, сейчас у меня нет такого. Сейчас я люблю все. То есть у нас продукты, в принципе, я даже не могу назвать такого. Есть все. Тогда три самых любимых продукта, которые всегда у вас будут в холодильнике. Если вот как не откроешь, так они у вас там стоят. Так, стоят. Ну, всегда мясо. Однозначно всегда мясо. Ну, естественно, хлеб. И, ну, я думаю, что это молочка. Молочные продукты, потому что ну, мы любим кефир, сливки, творог. То есть все это есть. А скажите, а запускать новую продукцию всегда для вас риск? Или вы изначально все это подготавливаете? Или же вы смотрите, как отреагирует покупатель? Ну да, риск всегда есть. У нас, видите, у нас город небольшой. То есть, ну, люди уже привыкли к определенному продукту, да, население уже. И какой-то запускать там новый продукт, ну, это всегда есть какие-то свои риски, да, приживется, не приживется, понравится, не понравится. Я понимаю, если бы это был, ну, скажем, город-миллионник, да, где много туристов, еще что-то, ты понимаешь, что все равно это. А здесь риски есть. Есть риски, есть волнения какие-то, ну, пробовать нужно. Поэтому... Ну вот шоковая заморозка как раз такой экспериментальный момент, который... Между прочим, прям я читала, и я восхищаюсь. Это действительно очень удобно, очень здорово и классная альтернатива тем, кто не очень любит готовить мучные изделия, а вот есть их очень любят. Вот я еще раз повторюсь, ну, действительно, сильная половина, да, скажем, любит покушать сладко, но готовить не особо, да, поэтому, ну, действительно, вот это вот самый вариант. То есть ты пришел, купил, принес домой, пока раздеваешься, это постоял, отпек. Ну, это быстро, это очень быстро и вкусно. Хорошо, вернемся к нашему плову без мяса. Так, сегодня я впервые в жизни попробую плов без мяса. Это будет вкусно. И попробуйте виноград с чесноком. Такие... Тоже, наверное, впервые. Да, такие оригинальные рецепты, это действительно очень здорово, потому что, я думаю, многие хозяюшки взяли их на заметку и
это очень удобно. Ну, это не занимает много времени. Я вот думаю, может быть, помешать чуть-чуть. Какие у нас тут по кухне ароматы гуляют. Вы не представляете себе. Вот очень жаль, что сейчас камера не передает этого. Но я думаю, что технологии у нас будут развиваться, и когда-нибудь это станет возможным. Вы сказали о том, что любите смотреть кулинарные проекты. Вот что и кто вас вдохновляет? Я люблю вообще, вот, когда готовят из мяса. Что-то для себя новое. То есть, ну, хочешь попробовать что-то такое, допустим, я бы сделал. Вот это вот я дождусь лета, допустим, сделаю на мангале, скажем там. Ну, интересно просто, где-то оставляешь ссылочки, чтобы потом посмотреть. Когда вы идете по магазинам, всегда старайтесь обращать внимание на акционные продукты, ведь благодаря им ваши покупки можно будет сделать еще выгодней. А как вы относитесь к людям, которые говорят, что не умеют готовить? Не умеют. Не, я думаю, что, наверное, просто не хотят. Ну, то есть, ну, что тут лукавить? Готовить, ну, это же не сложно на самом деле. Просто, ну, либо ты любишь готовить, либо ты не любишь готовить. То есть я не умею, это, тем более сейчас, в наш век технологий. Взял, просто посмотрел, вбил в поисковик, что хочешь поесть, и, в принципе, можно быстренько приготовить. Да, можно. Либо включить нашу передачу на ютубе и вот такие вот рецепты потрясающие попробовать дома. Мне кажется, наш плов уже почти Да, уже готов. Уже можно посмотреть. Так. Чуть-чуть попробую. Ну что, как? Готово. Готово? Выпечка уже готова, и сейчас мы ее вытащим и посмотрим, что же у нас получилось. Достаем. Достаем. Буквально прошло 12 минут. И вуаля! Так, всё Какая готово. красота! Вы только посмотрите. Так. Давай, Безумно сейчас, наверное, красиво. А слойка-то какая? разложим на тарелочке. Все это очень мягкое и воздушное. У нас прям такой, знаете, праздничный ужин получился. На Новый год, если что, можно вот купить такую шоковую заморозку, такую продукцию и удивлять гостей. Такое можно покупать каждый день. Да. На самом деле. Очень вкусно, очень по-домашнему. Многие считают, что мучные изделия вредны для здоровья, но на самом деле в умеренных количествах, если все употреблять, это очень даже вкусно и приятно. Я предлагаю пробовать все, что у нас получилось. Давайте. Мне интересно, какой же на вкус плов из овощей без мяса? Так. Попробуем. Это действительно вкусно. Понимаете? Оно настолько легкое, и при этом действительно вот эта вот свекла, вот эти вот все овощи. Изюм. Изюм. Великолепный рецепт. Спасибо вам огромное Вам за спасибо. него. Он действительно вкусный. Дорогие хозяюшки, обязательно берите себе на заметку, потому что он нереальный. Я даже еще попробую. А сейчас интрига, потому что я с нетерпением жду, когда мы попробуем этот салат, потому что сочетание винограда, сыра, чеснока и майонеза весьма интересное. Так, Мы долго терпели. да. Настал кульминационный момент. Мне кажется, я его приготовлю на Новый год. Он Сказали, очень на что он похож. Я не знаю, на что он похож. У него свой вкус. потрясающее сочетание. Виноград, чеснок, сыр.
и майонез, представляете? Вот это сочетание, и оно великолепно. Оно великолепно, оно необычно, и виноград, он дает вот эту сладость. Он дает некую сладость, и при этом чесночок и сыр вот эту сладость немножечко приземляют, и это необычно. Я даже еще попробую. Вот если он еще постоит в холодильнике, у него как бы объединяется вкус, и очень вкусно становится. И, конечно же, наша шоковая заморозка. Шоковая заморозка – это помощница всем-всем-всем работающим людям, которые любят вкусно поесть. Всего лишь 12 минут. Представляете, 12 минут, и уже все готово. Так. Какая красота получилась. Посмотрите. Вкусненько. Вкусненько. И ничем не отличается от домашних сосисок в тесте. Очень вкусно. Все сделано по-домашнему, действительно. Как же много мы сегодня умудрились приготовить блюд. И, конечно же, эти замечательные слойки, которые мне не терпится попробовать, они у нас прямо на десерт. А что за начинка? Расскажите, пожалуйста. Вот, кстати, здесь вообще в нашей продукции вся начинка, она используется от местных производителей. Мы не закупаем ни у кого, мы закупаем только здесь у нас в Якутске. Вся начинка наша экологически чистая. А это Поэтому что за такая ягода? вкусная. Так, это красная смородина. Красная смородина. Мне кажется, это будет прекрасное напоминание о лете. Начинки довольно-таки много. Я вижу, да, очень вкусно. Выглядит весьма аппетитно. Так, ну что же, начинаем пробовать. Прямо вот чувствуется, да, что ягодка наша местная. Мне нравится, что обычно в такой продукции, если она вот не местная, там очень много сахара, а здесь прям вот чувствуется да, натуральность. Вы знаете, мы закупаем продукцию, да, начинки мы готовим сами. Мы прямо сами варим. То есть наша рецептура. То есть все делаем сами. Я, конечно же, не могу не попробовать то, что вы мне принесли в начале передачи. Это такие замечательные наборчики. Сколько здесь конфеток, посмотрите. Это у нас птичье молоко. Да, это птичье молоко. Сейчас оно называется сказки Туймады. Но это действительно, сейчас это уже стало, скажем, наш бренд якутского хлебокомбината, да, наша визитная карточка. Ну, что можно ввести из Якутска, да, скажем, в качестве презента куда-то? Ну, это рыба, конфеты. Поэтому их на самом деле знают уже и за пределами Якутска. Ну, конечно, я не могу не попробовать. Угощайтесь. Спасибо. Я думаю, что на этой замечательной сладкой ноте наша передача подходит к концу. Готовьте вкусно. Встретимся на следующей неделе.